оқушымыз бізде 10-шы сынып оқушысы Көкіректе августта 3-ші бағыт бойынша қорғайды және жетекшісі Төлебаева Майра Фатима. Негізі бұл жұмысты жаңағы өткен жыл бұл қорғаған, бірақ аға өткен жоқ мектептен албай. Сондықтан жаңағы біз. Здравствуйте, меня зовут Августа, я ученица 10 Б-класса, и тема моей научной работы по биологии – это методы борьбы с яблонной плодожоркой. Давайте рассмотрим для начала актуальность этой проблемы, поскольку все мы знаем, что яблоня является основной плодовой культурой, которая дает нам плоды, мы получаем из этого натуральные витамины, которые просто необходимы для нашего организма. Но существует также очень много вредителей, которые портят нам урожай, и мы не можем употреблять хорошие, качественные продукты как раз-таки из-за этих вредителей. Давайте рассмотрим вредителей. Существуют очень разные представители. Самая распространенная, мне кажется, тля, потому что она нападает абсолютно не только на плодовые культуры, а она охватывает абсолютно все растения, портит как и урожай, так и цветы, обычные деревья, которые дают нам кислород. Если рассматривать именно те, которые вредят яблоням, это у нас паутинный клещ, калифорнийская щитовка и всякие жуки. Яблоня плодожорка. Да. Но мы будем именно сегодня рассматривать такого вредителя, как яблонная плодожорка. Это бабочка, она считается самым опасным в хозяйстве вредителем. Давайте рассмотрим, как она пробирается, как она портит наши плоды. Самка, бабочка, она откладывает свои яйца на листве, потом из них, естественно, вылупляются личинки, они пробираются в плод, прогрызают себе вход в центр, съедают семечки, съедают сердцевину, обратно вылезают из этого яблока и идут по остальным плодам. То есть одна личинка, она может испортить от 4 до 6 плодов. Это очень большое количество, если считать, сколько личинок откладывается всего вместе. А это только одна. Следующий слайд. Существует 3 метода борьбы вообще, с разновидными вредителями. Первый метод борьбы – это механический. Он, больше сказать, как не очень эффективный, но самый простой. То есть это очистка коры, либо когда у нас какие-то гнойные плоды падают на пол, мы их сразу убираем. Самый простой, но не очень эффективный способ. Дальше у нас химический метод борьбы. Это тоже самое, что у нас продают в садовых магазинах, мы это все покупаем, но все забывают, что это очень опасно для нашего организма, не только для организма человека, даже для растений и плодов. То есть, когда мы используем химические методы, мы сразу, можно сказать, портим себе плод и потом употребляем некачественный, не настоящий продукт, который в дальнейшем будет портить нам здоровье, и это очень отрицательно повлияет на наш организм. И третий способ – это биологический. Мы его будем рассматривать как в виде эксперимента, я покажу, что мы делали и так далее. Биологический метод борьбы, он с использованием фитоцинидов и эфирных масел, то есть это такие вещества, которые либо привлекают вредителей, либо наоборот, вредители боятся этого запаха и, естественно, он их отталкивает. Следующий слайд. К основным звеньям это симбиоз, хищничество, паразитизм и антибиоз. Следующий слайд. Как раз таки наш эксперимент, который мы проводили на протяжении месяца. Это мы сделали так называемую сладкую ловушку, которая привлекает именно яблонную плодожорку. И все, что нам понадобилось, это вода, яблочная повидло, сахар и дрожжи. Сейчас покажу следующий слайд. И я хочу показать это здесь, чтобы вы все понимали, что это очень просто и во-первых, это безвредно, во-вторых, это эффективно. И,
этот метод правда рабочий. Потом в конце, после этого я покажу статистику, что нам удалось выявить из этого эксперимента. Вот такую баночку мы как бы будем все смешивать, и потом я подвешивала ее на дерево, и, естественно, благодаря запахам, благодаря чем привлекает этих насекомых, они сюда слетались и оставляли, тонули, можно сказать, в этой среде. Это яблочное повидло, мы его смешиваем с сахаром. Сахар является более, сладким запахом, и он еще больше привлекает нашего вредителя. Дрожжи нам помогают распространить этот запах, то есть, все мы знаем свойства дрожжей, то, что они набухают и, естественно, дают более такой аромат, и он распространяется. Все это вместе мы перемешиваем и добавляем воду. Воду мы добавляем буквально чуть-чуть, чтобы дрожжам было, куда идти, куда бродить. Вот так это все перемешиваем. То есть я это показываю для того, чтобы все